я показываю не только себя, я показываю как бы за мной все якутское кино. Я сказал, то, что вот, раздеться надо будет. Она сказала, без проблем. Сможешь? Смогу. Ну, я так понимаю, что ты ждать не любишь. Мне там некоторые люди сказали, то, что такое снимать нельзя. Сколько нужно для того, чтобы снять идеальное пугало? У меня 2 года был период, когда я зарабатывал меньше, чем я платил кредитов. Ты приходишь к Жене и говоришь, я вот беру 1,5 миллиона, она спрашивает, на что? Женщина в лесу просыпается в яме, и у нее тут арматура торчит. Было большое опасение, то, что фильм вообще провалится. Какие самые дурацкие вопросы вот сейчас задают журналисты? Чем меньше слов, тем интереснее. Всем привет, я Максим Кардозу, и сейчас будет интервью с режиссером из якутской деревни Дмитрием Давыдовым. Наверняка вы уже многое о нем слышали, но потому что он стал недавно триумфатором кинофестиваля «Кинотавр» 2020 года. Наверное, это самый главный кинофестиваль в нашей стране. И его последняя картина «Пугало», картина Дмитрия Давыдова, стала настоящим триумфатором. Сразу 3 приза. Это приз критиков, это приз за главную женскую роль, которую исполнила Валентина Романова. Но и также Дмитрий увез в Якутию гран-при. И это, конечно же, настоящий успех, друзья. И, так сказать, только начало. Поговорить с Дмитрием решил и я. Кстати, Дмитрий самоучка, но несмотря на такой статус, он уже такой титулованный режиссер. В его копилке огромное количество различных кинонаград и международного уровня. Его предыдущие картины «Костер на ветру» и «Нет Бога кроме меня» становились лауреатами много и много раз. Ну и в самом начале я хочу напомнить вам, друзья, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Оставляйте комментарии, лайкайте. Все это помогает продвижению и этого видео, и моего канала. Большое вам заранее спасибо. Ну что, барды-бытышки? Приветствую, Дмитрий. Привет. Поздравляю тебя, конечно же, в первое дело, наверное, с большим таким первым триумфом будем так пока говорить на Спасибо. Кинотавре. И для меня, если честно, это, наверное, главный в нашей стране кинофестиваль российского кино. Вот, какое отношение у тебя к нему, вот, к этому кинофестивалю? И о чем ты думал, когда подавал туда заявку? Ну, у меня, во-первых, работает фестивальный агент, потому что, поэтому она занималась вот этим всем оформлением заявок, подачей, общением с фестивалем. Ну, конечно, это главный фестиваль в России. Якутское кино туда просилось очень давно. И я знаю то, что в 2013 году и, по-моему, в 2016-2017 годах. И вот не принимали якутское кино туда. И вот в этом году вот впервые, да, приняли. Поэтому, конечно, было, во-первых, волнение, то, что откажут. Что-то такое было, то, что чувство, то, что, скорее всего, откажут в участии. Но приняли. Я вообще хотел рассказать в начале историю приглашения тебя на интервью к себе, потому что я как услышал, что ты будешь участвовать в Кинотавре, сразу же и был как раз в это время еще в Сочи. Я думал, может быть, у нас получится с тобой встретиться в Сочи. Мы там с тобой не пересеклись. Потом мы договорились уже здесь встретиться в Москве. 17 сентября вроде ты должен был вылетать. И как раз я помню, что мы списываемся. Ты говоришь, что ты уже в аэропорту. И в этот самый момент тебя разворачивают, я так понимаю, организаторы Кинотавра. Да, вот и у нас снова не получается с тобой встретиться. Вот в этот момент, когда тебя развернули организаторы, вот, что ты подумал? Ну, изначально как-то было интересно все это организовано, потому что нас пригласили только на 3 дня в определенное время. Мы прилетели, и сразу в этот же день был показ, и мы улетали 18-го, то есть утром в день закрытия, то есть мы не оставались на закрытии. То есть вот это вот как бы наш график был. Вот. И нам говорили, то, что если нас оставят, то будет какой-то приз. То есть не обязательно главный, просто если вас будут награждать, вас оставят. Вот, а нас не оставили. Нас утром упаковали, сказали, все, до свидания, уезжайте. И мы спрашивали, прям, точно уезжаем? Ну, уезжайте, ну все. И мы утром собрали с моим оператором все, вещи, багаж, все, поехали, 1,5 часа ехали в этот аэропорт, все, загрузились, у меня багаж уже в самолете, я уже стою на выходе, и тут звонок, то, что срочно возвращайтесь.
А все, я вот тут у меня выход на посадку самолета. Все, я выходил, там этот багаж там вытаскивали с самолета. Опять 1,5 часа обратной езды. Ну, а так получилось интересно. Но не было сомнения вот в этот момент, чтобы черт с этим кинофестивалем, я хочу домой. Было, потому что, ну, все-таки я как могу выйти, потому что все, уже контроль прошел, все, багаж в самолете, вот самолет сейчас летает. Полететь, не полететь, ну, как бы все равно там дань уважения, то, что сказали, то, что остаться надо. Поэтому попросил работников аэропорта, ну, чтобы меня вытащили. Было принято волевое решение оставаться все-таки, да, и получить, ну, не было же известно, что за приз. Да, то есть я думал, то, что будет приз критики, потому что там был этот рейтинг критиков, за каждый фильм шло голосование, и вот мы оказались на первом месте. Я думал, что вот этот приз будет. Когда их стало 2, какое было ощущение? Полной неожиданностью было вручение женской роли, потому что Валентина сидела рядом, потому что изначально были другие фавориты. Но я сразу подумал, что ну все, как бы план свой этот сделали норматив, то есть мы получили там и приз критики, и женская роль. Поэтому как-то уже все успокоился, то что план есть. То есть не с пустыми руками уже приедем домой. Да, и когда объявили гран-при, то что? А когда объявили гран-при, как-то спокойно отреагировал, потому что как-то уже почувствовал то, что там режиссура у Филиппа, как-то, да, интересно. Потому что я думал, что гран-при получит Китобой, потому что он был в Венеции, как-то уже такой вот авторитетный фильм приехал. И, в принципе, зрители очень хорошо его приняли. А он режиссуру получил. Ну, я такой, интересно. И вот гран-при сразу объявили. Поэтому как-то спокойно вышел уже. Ну, обрадовался, конечно. Вот приглашение твоего фильма на Кинотавр, можно ли говорить вот в этой ситуации, что это некое признание якутского кино на каком-то российском уровне? Нет, я думаю, что это все-таки какой-то частный случай был. То, что просто, наверное, скорее всего, просто фильм оказался интересен отборщикам. Я не думаю, что это разворот в сторону какого-то регионального или якутского, в том числе, кино. Я думаю, что, скорее всего, все зависит от жюри, именно от этого года, от настроения этого года. Вот я думаю, что мы попали прямо в точку, и жюри правильное было для нас. И отборщики как-то вот уже сориентировались, что можно, в принципе, и смотреть не московское кино, а что-то находить и в регионах. Поэтому я думаю, здесь основное качество, чтобы фильм был качественный, хороший, интересный, который попадал бы в точку именно вот, что интересно в этом году, что актуальное. Вот. Я думаю, что усталость была от однообразия, скорее всего, потому что если посмотреть программы, ну, если посмотреть вот за прошлые года, вообще вот как все развивается у нас в российском кино, одно и то же, ну, по идее, да, таких вот, одни и те же актеры, одни и те же в основном, ну, не одни и те же, да, близкие темы, одни и те же режиссеры как бы светятся. То есть я думаю, что в этом году захотелось какой-то волны новой. Поэтому так. Поэтому был и Китобой в программе, замечательный. Тоже, ну, это не региональное кино, но все-таки это не московское, да, то есть это за гранью. И вот и были мы. Вот ты Москвитину говорил, что были какие-то сомнения у тебя и в фильме, да, и не знаю, в этой истории. Почему так происходит? Ну, были определенные трудности и финансовые насчет поездок, и организационные, потому что было начало учебного года как раз, и как-то не очень удобно у меня получилось, то, что в начале учебного года я бросил как бы работу и уехал. Поэтому было одно время в августе, я так сомневался, стоит ли ехать вообще, тратить и силы, и как бы ресурсы.
Вот. Но в конечном итоге все-таки принял решение, то, что там надо быть, потому что я показываю не только себя, я показываю как бы за мной все якутское кино. Ребята, которые в будущем тоже, скорее всего, будут выходить на Кинотавр, чтобы, ну, как бы, чтобы был какой-то отзыв о нас, какой-то авторитет появился. Но я думаю, то, что для нас, вот именно для фильма, у меня было большое опасение, то, что фильм вообще провалится, то есть вообще не получится и съемки не получится, и как-то то, что и фильм никуда не пойдет вообще. А тут оказывается то, что хорошая фестивальная судьба у фильма начинается, хороший прокат планируется. То есть у меня получилось сделать фильм. Но откуда такая критика к себе? Да, все-таки за твоими плечами уже есть 2 фильма, у которых тоже неплохая фестивальная судьба, вот, и которые тоже признаны, получали призы. И ты везешь свой фильм на Кинотавр, его взяли в основную программу. Там никогда такого не было у якутского кино, и ты вот все равно говоришь, что были какие-то сомнения. Все равно же ты, когда делаешь новый фильм, ты же учитываешь ошибки из предыдущих лет и пытаешься трансформироваться и становиться лучше. Мгм. Но у меня такая проблема, как автор, я считаю себя не очень сильным. У меня не получается сделать фильм так, как я хочу. Не получается, как автор, высказать все в фильме, как я это планировал. Потому что все-таки надо мне работать не в области там, авторского кино, а все-таки мне надо искать грани зрительского авторского, потому что мне надо выходить в прокат, мне надо делать фильмы удобные для зрителя, простые фильмы о простых вещах, простым языком, чтобы зрителю было понятно, чтобы наш, ну, в первую очередь, наш якутский зритель пошел, чтобы он понял. Вот, а хочется все-таки делать фильмы, которые я действительно хочу делать, ну, то есть, которые сделать так, как я хочу, а это будет зрителю не очень удобно смотреть. А про что там? Там расчлененка? Нет, я не говорю тематику, не говорю там манеру подачи, да. Я говорю про какой-то киноязык, про стилистику, про то, как рассказать эту историю. Ну как это должно, например, твой идеальный фильм, да, если мы не берем кинопрокатную какую-то историю? Мне очень нравится фильм «Сад». Это, по-моему, я не помню, 95-го года фильм, а режиссера не помню. Ну вот, например, мой формат того, что я хочу делать, к примеру. «Кустурица», например. Уходить в другую область, не думая о зрителях, то, что это будет удобно, неудобно смотреть. Ну, то есть ты Москвитину говорил, что ты смотришь каждый день практически по кинофильму, и сейчас в твоем списке фаворитов из режиссеров, это, ну, Рой Андерсон, например, или там вот, корейские режиссеры, которые ты сейчас смотришь, и это, ну, в любом случае не массовый зритель у этих фильмов. В этом плане мне интересно, а есть какие-то у тебя фавориты из фильмов, ну, все-таки, которые на слуху или там получали главные призы, например, «Оскар»? Мне интересно наблюдать за, ну, например, за кем? Роберт Эггерс, например, да? Мне вот интересно, это который снял «Ведьму», «Маяк», ну, вот, да? Вот мне интересно, что он будет делать дальше. Но он, в принципе, тоже уже такой, и в прокат он хорошо выходит, по-моему, и тоже вот он вот эту грань нашел авторского этого. Он умеет делать свое и делать как-то красиво все это, правильно. Из такого откровенно зрительского какого-то нет. Я стараюсь не смотреть. Я стараюсь смотреть все-таки что-то такое вот необычное, например, скандинавское кино. Искать что-то там, либо азиатское. Вот мне очень нравится авторское кино Китая, китайское. Очень трудно его найти. Даже там на русском нет перевода некоторых фильмов. Ну вот, интересные вещи там делают. Ты говоришь, что тебе близко авторское такое кино, не попсовое, скажем так, да? Но идея с «Пугалом», да, изначально, мне кажется, была такая вот захватывающая, с детективом, там, с расследованием преступлений, да? Вот можешь рассказать чуть-чуть вкратце про историю «Пугала» и почему все-таки трансформировалась вот эта идея?
Ну, это изначально было в 9-м году, по-моему, я придумал, или в 10-м году. Вот такая история, то, что женщина обладает даром, ее приглашают постоянно в полицию, то есть она постоянно работает с полицией по поимке преступников, там какие-то, если там кто-то люди потерялись, вот она и там ищет, общается с преступниками, там в голову им залазит, там всю информацию, типа, да, вот так вот. То есть вот как бы общение, ну, такая вот криминальная история, там такая вот маленькая. Вот, а потом забросил эту историю, потому что мне там некоторые люди сказали, что такое снимать нельзя, не надо такое. Почему? Там, я сейчас не буду говорить, кто это сказал, просто я обращался там за помощью вот, тоже там, к людям. Ну просто это по этическим соображениям было нельзя. Ну, мне сказали, что это плохое кино будет. Нет, вообще никак. Забудь. Потом я забыл и обратно как бы с подростками там что-то начал делать. Вот. Ну и в 14-м просто снял фильм, еще фильм. И вот в 18-м году я как-то понял то, что... Нет, у меня была это тоже депрессия была, то, что снял фильм «Нет Бога». И то, что была такая злость, то, что я не смог этот фильм сделать хорошо, чтобы следующее такое снять интересно. И вот эта история всплыла. Но я понял то, что вот именно в такой манере ее делать уже мне оказалось неинтересно. Лет 10 назад было интересно. Поэтому я маленько историю ее поменял в сторону вот этого, ну, самого образа, да? Ну, то есть показать вот ее, почему она такая. О чем вообще, ну, что с ней произошло и почему она вот так вот себя ведет. И вот как бы так. И сразу написал сценарий. Там, обычно я пишу быстро, за дней 15, наверное, у меня уже готовый сценарий есть. Потому что в голове все есть, просто мне надо все это на бумагу. И все, и в прошлом году сняли. Вот если бы не было главной героини, да, Чискарай, получилось бы или нет? Я думаю, что получилось бы, но маленько по-другому. Потому что каждый актер, он же не профессионал, она тоже впервые там в кино. Актер, он и меняет роль по-своему. То есть у меня в сценарии, например, и в голове все было по-своему, а в конечном итоге на монтаже я смотрю, что это абсолютно что-то другое. Почему? Потому что актер поменял. Актер пришел, своя манера вот этого общения, характер, вот этот вот какой-то, не знаю, типаж свой. Ну, и он меняет роль. Ну, вот это интересно. Поэтому, если бы кто-то другой был, он бы, наверное, эту роль сделал по-другому, как-то, может быть, тоже интересно. Ну, Валентина справилась, в принципе, я без претензий. Абсолютно ее роль, она попала, наверное, в точку. Ну, получается, когда образ создавался, у тебя были такие идеи, что именно она может это сделать, да? Я ее вообще не знал. Просто я когда искал, кто смог это сделать, мне просто посоветовали то, что вот есть у нас там Валентина Романова такая. Посмотри в интернете, в Ютубе, там ролики посмотри. Я открыл, посмотрел, и в тот же день нашел ее номер, позвонил, сказал то, что вот давай в кино сниматься. Она такая, ну давай, все. Сценарий пришлю, все. Потом я приехал в город, познакомился с ней, пообщался. Даже по трейлеру, да, есть жесткие сцены в фильме, там, с раздеванием, там, с избиением, я не знаю, там, кровь. Когда ты говоришь, ну, там, женщине, актрисе, нужно будет раздеться, да, как она отреагировала на это? Ну вот я когда приехал в город, мы просто обговорили все сцены, я сказал, что вот, ну, раздеться надо будет. Она сказала, без проблем. Сможешь? Смогу. Все. И на съемках тоже надо, все. А какие самые сложные моменты были при создании этого фильма? Может быть, какая сцена сложнее всего давалась? Или, может быть, не получилось такое, как ты задумывал? Нам пришлось убрать 3 большие сцены с участием массовок, очень хорошие. Была совершенно другая концовка, то есть был ряд сцен, ну, то есть там очень большая сцена финальная была такая, закрывающая. Ее пришлось убрать. Где-то актеры маленько сложали, где-то что-то как-то вот, как-то не получилось. Потому что снимали все быстро, вот так. Фильм сократился. Изначально он был где-то на 1,5 часа рассчитан, ну, где-то так, на 87 минут. Все у нас получилось 72 минуты. Вот это жалко. Ну, с другой стороны, если бы оставил, это было бы уже, там были бы провалы. Ну, вот это как бы изначально было бы.
Второе, ну, ограниченный бюджет, это большая проблема всегда. Если нет денег, прямо там были трудности и с транспортом, и с тем, что я сам был продюсером. То есть мне приходилось и тут какие-то задачи решать, с актерами работать, и тут же параллельно насчет питания договариваться, там, или там какие-то проблемы с транспортом, с проживанием, ну как-то вот. Ну, то есть вот это сложно было. У фильма бюджет какой? 1,5 миллиона. А сколько нужно для того, чтобы снять идеальное пугало? 20 миллионов, наверное, хватило бы. 20 миллионов? Да. А у тебя было 1,5? У меня 1,5 было. Угу. Понятно. Ну, есть разница. Ну, просто если было бы больше денег, эта история была бы масштабнее, маленько как-то вот, да. И у меня было бы время, да. Я бы не спешил и не вот так вот все простенько делал бы. А у меня были бы возможности где-то углубиться в чем-то, что-то сделать, какие-то сложные съемки, может быть, какое-то оборудование, чтобы было получше, там массовка покруче, там, не знаю, так. И просто мне хочется ребятам платить больше, потому что очень устал тоже договариваться с работниками и просто говорить, что ну, опять денег нет, ну, вот такой гонорар устроит, не устроит. Хочется все-таки ребят поддерживать. Откуда появилась вообще смелость взять кредит на первый фильм, да, 1,5 миллиона рублей? И вообще, получается, у тебя и такого опыта нет, и, наверное, какая-то ответственность перед семьей была, нет? Вот как это произошло? Ты приходишь к Жене и говоришь, я вот беру 1,5 миллиона, она спрашивает, на что? Когда снимали «Костер», там был 1 миллион. Ну, вот я взял как бы миллион. И это был не один кредит, это было 8 разных кредитов, потому что один мне не дали. Вот. Но как бы изначально, если я принял решение снимать, надо снимать. И вот все, вот у меня там, например, когда мы там 1 октября стартовали, в середине сентября денег нет, ну все, вот, ну все, как бы надо. Поэтому пришлось, конечно, брать. С таким расчетом, то, что как-то, ну, потом дальше там отработаю, закрою. Ну, она как отреагировала на это? Ну, у нас были сложности, и то, что и дом строили в это время, и какие-то, потому что, например, мы могли, например, туда вкладываться, да, в какие-то дела домашние, да, а тут приходится все деньги туда, и без денег сидим. У меня 2 года был период, когда я зарабатывал меньше, чем я платил кредитов. То есть я зарабатывал, например, у меня была зарплата, ну, я там на 3 работах работал, зарабатывал столько-то, а я должен платить там на 1030 больше. То есть, еще жить надо было на что-то. Поэтому 2 года каких-то таких вот, и непонятно, как я там выкручивался. Ну, в итоге я думаю, что если бы я не снял «Костер», ну вот я сейчас как бы для себя говорю, я бы и 2-й фильм не снял, и 3-й бы не снял. Я бы так у себя и сидел бы, и мечтал бы там, вот хочу снять кино. По большому счету, это история про мечту, про реализацию. Ну да, я думаю, что если хочешь... Вот у нас интересная сейчас ситуация. Если хочешь снимать кино, снимай кино. Вот у нас в Якутии. В Москве так не получается. В Москве у меня есть ряд режиссеров знакомых, которые там по 6-7 лет вот так вот с проектами своими бегают, не могут снимать. А у нас есть вот это вот, это у других режиссеров, да, то, что захотел, снял. Мы все знаем эту историю, что ты учитель там, в сельской школе, вот, самоучка по большому счету. Сам пишешь сценарий, сам снимаешь. И был кружок, да, с которого, я так понимаю, все начиналось, где вы снимали с детьми ролики. Я правильно все рассказываю? Вот, но в какой момент к тебе пришла идея о том, что ты можешь снять собственное кино и стать режиссером, и вот, что твое творчество, оно достойно какого-то массового зрителя? Нет, это было в 2014 году. Я принял участие в съемках фильма Степана Бурдашова. Я там был актером. Ну вот я посмотрел съемочный процесс. Там, конечно, съемочная группа была тоже такая минимальная. Но вот как-то стало интересно то, что действительно, как снимать все это. Да? Потому что я все раньше снимал сам, там с камерой ходил, тоже там пушка, вот это все. Актеров там, да, вот сделайте вот это все. Потом монтировал. А тут и у нас второй момент, в 10-х годах был бум якутского кино, снимали все подряд,
все подряд на фотоаппараты, там, на какие-то HD-камеры даже там какие-то фильмы снимали. А я подумал, а почему бы и нет, как бы я тоже, давайте это попробую. И вот в 2014 году летом я написал сценарий такого слэшера, по-моему, да, такой очень жесткого слэшера, называется «Яма». И с ребятами просто познакомился, приехал в Якутск, поговорил. И потом я понял где-то за 2 недели до съемок, то, что я снять это не смогу. Потому что получится как бы очень так. А я уже все там нашел и деньги, то есть какие-то там, ну так вот все. Есть команда, есть деньги, есть время, свободное время. И быстро там за 2 недели написал сценарий «Костра». Сразу же пригласил команду, и мы сняли. А про что был тот фильм? Хорошая идея. Ну, там, слышишь, там, когда женщина в лесу просыпается в яме, у нее тут арматура торчит, она не понимает, как она здесь оказалась, вылезает. А тут убитый муж мертвый, тут, короче, она вылезает. Тут потом происходит действие, происходит там объяснение, как она там оказалась. Ну, такой очень жесткач такой был. Так это бы и смотрели, наверное, больше. Да, я вот что-то изначально так... Нет, я потом подумал, что я сниму что-то не то. Я потрачу деньги на какую-то бездарность. Поэтому я как бы отменил. Команда не поняла. Но они хотели сняться в этом, в слэшере, да? Ну, я там искал актеров, там были уже на роль, там была отобрана актриса. Вот ей было обиднее всего, наверное. Ну, как бы да, я как бы вкратце так, то, что это не получится снимать, ну все. Ну, она развернулась и ушла. Но ты потом ее снимал еще? Нет. Вот если будем говорить про будущее, какие-то твои проекты, да, в любом случае уже, наверное, есть какая-то идея. Есть 4 сценария готовых. Уже 4 сценария, прекрасно. Есть теперь возможность получить не 1,5 миллиона рублей, да, на реализацию следующего фильма, а, ну, давай 10, да, или 20, да? Не знаю, пока есть, конечно, интерес сейчас в следующем году подаваться на гранты Минкульта, нашего российского, да, либо на какие-то другие фонды, потому что как бы уже есть имя какое-то, да, то есть меня уже знают. Но это очень большая работа предстоит. Это нужны мне, конечно, связи, нужны какие-то партнеры, которые непосредственно в Москве будут находиться, которые будут общаться. Будем работать, не знаю. Я, в принципе, готов дальше делать, ну, чуть побольше, там, за 2,5, например, да, миллиона. То есть я готов улаживаться и дальше в такие рамки бюджета, и если это необходимо. Если я пойму то, что ждать 5 лет, либо там лет 10 там страдать и бегать с одним проектом, либо тут вот прямо сегодня делать следующее. В принципе. Ну, я так понимаю, что ты ждать не любишь. Нет, я думаю, то, что мне сейчас надо максимально снимать, где-то еще года 3, а потом сесть и подумать, стоит ли снимать дальше. Ну, то есть вот как-то так вот. То есть мне сейчас надо много не думать, а идти вперед. Постоянно как-то делать, стараться все лучше, и потом понять, вышел я или не вышел на какой-то уровень. Какого уровня ты хочешь добиться? Вот есть какая-то цель? Ну, для меня вот это вот как авторская такая задача делать по-настоящему свое кино. Вот у меня пока не получается. И вот с Пугало тоже у меня не получилось. А что не получилось? Ну, не получается полностью высказаться. Вот есть ощущение, то, что вот, ну, опять тут как бы сказал А, Б промолчал. То есть вот как-то вот так вот. Потому что я стараюсь все-таки делать удобное кино, такое вот простое, чтобы было понятно, ну, такое простое. А делать свое опасно, потому что зритель не пойдет, деньги пропадут. А как бы основная задача все-таки как бы отбить деньги, там, как бы, чтобы не было долгов. Вот как бы вот такой вот сейчас кризис небольшой наступает. И плюс какая-то ответственность большая, потому что на мой следующий фильм сейчас будут смотреть очень внимательно. Если я сейчас сделаю что-то подобное, это уже будет для меня провал. То есть они ждут от меня какой-то прыжок, какой-то, не знаю, шаг вперед. Поэтому нам надо сейчас очень внимательно думать, как вообще снимать дальше, что делать. Может, как Быков стоит остановиться там на 1,5 года, забыться. Он же тоже там сказал, там, все.
Посмотрим. У меня есть сейчас замечательный сценарий, ну, замечательный, как ты громко сказал. Есть сценарий, который я следующим летом, скорее всего, сниму. Там абсолютно нет конфликта, нет антагониста, нет практически какой-то большой идеи. То есть это фильм впечатления, фильм настроения, фильм какой-то вот такой вот. Это то, что ты хочешь снимать. Ну, вот это, ну, как бы это один из сценариев, который я, скорее всего, сейчас буду продвигать и, скорее всего, наверное, я сниму. Потому что работать в одном жанре, меня сейчас как-то вот определили, то, что я там режиссер какой-то драмы, какой-то авторской, там артхаус даже говорят, я артхаус не снимаю абсолютно. Вот мне хочется сделать что-то, этот сценарий, он там и жанр, и комедии, и фэнтези, там что-то такое есть. Вот такой вот, он такой, больше на Кустурицу похож, что-то такое вот. А ты уже понимаешь, вот у каждого режиссера, говорят же, свой стиль, да? Вот у тебя есть уже свои, вот, уже ты назвал один из приемчиков, да, который ты используешь, а еще есть что-то? Или, может быть, критики говорят, критики, бывает же такое, что, и ты об этом тоже говорил, ты когда снимаешь кино, может быть, про некоторые вещи и не думаешь, да, так сознательно, по крайней мере. Меня спросили на каком-то фестивале в Корее, да, Пусанский фестиваль был, «Костер на ветру». И после показа один, там, женщина, какой-то зритель, на корейском, там, что-то с переводом. А почему, в чем причина, то, что ваш фильм начинается льдом, там, начало фильма лед, а заканчивается огнем? Это в чем смысл? А как бы так, я подумал, блин, я просто хотел вначале показать вот этот образ жизни, то, что там лед вытаскивает, и все. А тут, оказывается, какой-то смысл, то, что лед, огонь, ну, как бы, вот что сказать со сцены? И вот я там что-то и там нафантазировал. Какие самые дурацкие вопросы вот сейчас задают журналисты? Одни и те же. Я буквально, наверное, вчера, по-моему, или 10-12 интервью было от наших якутских в основном, да, и некоторые, ну, маленько устаешь, когда одни и те же вопросы. А некоторые задают вопросы, как вы пришли в кино, где вы работаете, откуда вы. То есть вот эта вся информация есть в интернете. То есть это стоило просто почитать, что уже готовое, да, и просто что-то. А тут, получается, приходится заново все это. Какой у вас там кружок был? То есть это все, вся эта информация, все есть в интернете. Там и ранние мои эти интервью. Вот как бы усталость от этого есть, от однообразия вопросов. А какой вопрос хотелось бы, чтобы задали? Сложный какой-то вопрос, который... Мне очень нравится критика, я хочу, чтобы меня критиковали. Потому что я думаю, то, что, ну, хвалят, это хорошо, это приятно. Да, молодец, все. А когда тебя начинают критиковать, если это хорошая критика, не критиканство, там фильм полный, там, ну, если хорошая критика, говорят то, что ну, вот здесь ты вот так вот, почему вот так вот. То есть мне интересно было услышать было мнение вот в таком формате, в критичном. Ну, это должны, наверное, делать кинокритики. Ну да, какие-то либо кинокритики, либо хорошие какие-то профессионалы, зрители, может, какие-то другие режиссеры, которые мне бы подсказывали. Потому что критика учит, а я стараюсь учиться. Я не считаю то, что я там хорошо умею снимать. Мне надо видеть свои ошибки, ну, понимать, как все это исправлять. Вот у тебя в фильмах непрофессиональные актеры. Мне кажется, что сложно иногда выдавить ту или иную эмоцию, когда человек не имеет актерского какого-то таланта. И вот когда я смотрел «Костер на ветру», очень много планов было, например, не крупных, там крупных планов, их не так много, и даже во время диалогов некоторых они спрятаны то за печкой, то там через окошко. Но это интересный тоже прием, да, когда ты не видишь вот мимику, может быть, и ты не до конца осознаешь актерскую там игру. Это вот с этим было связано? И как ты вообще работаешь с ними? Я очень боролся со своим оператором, который очень любит крупники. Вот. А я не очень люблю крупники. Мне не интересно показывать вот так вот, чтобы зритель все видел. Мне интересно показывать, ну, как-то вот так, чтобы зритель сам догадывался, что в конечном итоге. Но это не было связано с тем, что актер просто не может отыграть нормально? Было такое, да. Но если я понимаю то, что если актер не может играть, я просто убираю его фразы и говорю то, что все, молчи, стой.
Что было, например, там и в Пугале, там, если посмотрите, там да, очень мало фраз у некоторых там персонажей, которые просто не смотрятся хорошо, а когда начинают открывать рот, то все уже нет. Поэтому, если я вижу какие-то проблемы с актером, либо меняю полностью роль, ну, как бы его вот движение, вот это все, его манеру, либо полностью убираю фразы. Это не мешает? Наоборот, становится интересно. Чем меньше слов, тем интереснее. Все равно есть какие-то типажи, да? Вот тебе нравится визуально, наверное, человек, и ты думаешь, вот он может это сыграть. Или ты уже иногда прописываешь в своих сценариях определенных людей, которые вот могут естественно выглядеть перед камерой. Скорее всего, нет, потому что я вначале пишу сценарий, а потом уже начинаю думать, кто сможет сыграть. У меня просто проблема, список актеров ограниченный, которые живут там, в том месте, где я живу. Поэтому приходится, что есть, выбирать. Ну, так вот. Кастинги проходят? Нет. То есть ты приходишь и говоришь, вот, Василий Петрович, надо сняться. Ну да, есть список ролей, и я начинаю там, кто сможет быть в телефоне, кто там у нас есть. Ну, будешь, буду, все, есть. Следующий. Вот так. А нет желания поработать с какой-нибудь большой звездой? Есть опасность, то, что не смогу, во-первых, то, что актер там какой-то большой там меня приедет и задавит, скажет, я сам знаю как. Вот. А так, ну, посмотрим. Есть проекты, где возможно на актеров второго плана пригласить каких-то российских актеров. А каких, например, с каким актером ты мечтаешь поработать? И с российским, и с голливудским, например? Но сейчас вот точно каких-то определенные имена назвать не смогу. Есть интересные казахские актеры, финские там актеры. Ну, такие вот, они не очень как бы известные. Но они чисто фактурные, как бы их интересно было бы снять. Из звезд, ну, смотреть надо, думать, если голливудских там, ну, не знаю, они не приедут. Ну а вдруг? Кого-то можно снять. Леонардо Ди Каприо, не знаю, там по верхам пойти. Его, кстати, можно, потому что он очень хороший актер, который умеет быть простым и который умеет быть разным. Есть актеры, которые одни и те же пытаются там играть, но это вот он. А Ди Каприо, он умеет быть разным. Вот все твои фильмы, они на якутском языке. В какой-то момент ты в одном из интервью говорил, что можно уже отойти от якутского языка, снимать, например, на русском, для того, чтобы увеличить аудиторию. Но все равно вот и последний фильм «Пугало» тоже на якутском языке. Вот с чем это связано? Ну, с бюджетом, конечно, да, все равно интересно, но все-таки мы остаемся там, у себя. Будут какие-то большие деньги, наверное, будем уже думать, может быть, и делать копродукцию, например, с другими странами, поехать вообще куда-то снимать в Финляндию, например, и либо куда-то, не знаю. Что я могу тебе пожелать? Большой удачи, и чтобы этот новый фильм не ограничивался только российскими какими-то наградами, будем надеяться. Вообще есть какой-то уже план же, да, на продвижение его дальше? Можешь немножечко об этом рассказать? Ну, у меня работает агент фестивальный, который занимается сейчас продвижением. Есть очень много предложений. Я все предложения отправляю ей. То есть там у нее есть определенный, конечно, там, что у нас в ноябре, что в январе, в марте. Сейчас у нас все расписано. Ну, не все. Есть уже планы на октябрь, например, следующего года. Там есть интерес от некоторых фестивалей уже вот на следующий год. Поэтому будем работать. Я думаю, то, что ориентировочно, ну, в среднем, да, я думаю, это будет опять-таки 15-20 фестивалей, где-то в районе такого. Будут, наверное, различные фестивали такие интересные, да, в разных странах. И Канада, скорее всего, будет, и, скорее всего, Австралия будет. Ну, да, опять-таки же. Посмотрим. Будем надеяться на большой успех. И коммерческий, Да. опять же. Спасибо, что пришел. Спасибо.